нахожу верных друзей. Я себе по всему свету и вот стал уже взрослее. И увидел всю планету, до сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать. Научиться танцам, песням, ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф Уральских гор расскажу я всему миру. И потому я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenем. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenем. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең менән башҡорт телен өйрәнем проекты. Бына беҙҙең 11-нсе дәресебеҙҙә килеп етте. Һәм дә ниндәйҙер кимәлдә беҙ маҡсатыбыҙға ирештек дигән фараздабыҙ. Шуны да дәлилләр өсөн был дәресте күбеһенсә башҡорт телендә үткәреп ҡарайыҡ. Рәхим итегеҙ. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Аладдин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галле. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Селестин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. Һуңғы үткән тема ниндәй булды? Селестин. Последний этап сифатар. Сифаттар, прилагательные. Прилагательные. Да, но я думаю, что с сифатом у нас никаких проблем вообще не будет. А вот на порядковые числительные можно и практическую работу сделать. Как на это смотрите? Положительно. Ыңғай қарағағыз, мен бик шатман. Айдагыз, практик ішті іштеп қарайық. Шондай қараудан мен башлайым. Исемегіз кім? Менің исемім София. Бик шәп. Хәзер мына Тимур бейге икенче һорауды бирегез. Тимур, несенсе елда кайда туғанһығыз? Мин 1977 елда Таджикистанда тауғаным. Киләһе һорауды Аладдин бейге бирегез. Аладдин бей, кем булып күпме вакыт эшләйһегез? Минем һөнәрем ер курылышчысы, землеустроитель. Ай, аңлашылды. Ер корылышсыһы. 200 ел мен проект институтында эшләнем. Совет дәүләте булмады, бюджетниклар юкка чыкты, мен предприниматель булдым. Хәзер киләһе һорауды Селестинга биреп карагыз. Селестин, сагат нисәлә торагыгыз, эшкә китәһегез, yoklарға ятағыз. Итак, тут нужен комментарий. Сагат нисәлә. В котором часу? Обратите внимание, по-русски мы говорим в таком-то часу. По-башкирски сагат, час, стоит в начале. Сагат нисәлә. В котором часу? Тору, вставать. Эшкә китәһегез, на работу уходите. Йокларга ятағыз. Ложитесь спать. Мин сагат хигез дә тураным. Турам. Турам.
Бик шәп. Һеҙ сәғәт нисәлә эшкә китәһегеҙ? Мин сәгать һигез эшкә китәм. Мен. Китәм, китәм, Китәм. одно и то же. Сәғәт һигеҙҙә. Мы же говорим в 8 часов. Вот это в, еще надо аффикс добавить. Сәғәт һигеҙҙә. Софья, сәғәт нисәлә йоҡларға ятаһығыҙ? Сер булмаһа. Мин сәгать кичке 11-дә йокларга ятам. Почему мы говорим сәғәт һигеҙҙә, а по-русски в 8 часов? Если мы скажем һигеҙ сәғәттә, как по-русски 8 часов, это будет значить через 8 часов. Почему? А потому что такая традиция. Һигеҙ сәғәттә был эште эшләп бөт. Чтобы в течение 8 часов эта работа была закончена. В течение. Местно-временной падеж. Он обозначает промежуток времени. Поэтому һигеҙ сәғәттә это в промежуток 8 часов. Поэтому һигеҙ сәғәттә будет значить в течение 8 часов. А чтобы сказать 8 часов вот по часам, как на приборе, это сәғәт һигеҙҙә. Аладдин бей, яратҡан шөғөлөгөҙ ниндәй? Уның менән күпме мауығыу, заниматься, интересоваться? Мен 91-ci yılda kitap mağazasına girdim. Uraksi'nin Başkorça, Rusça Hüzlegi kitabını aldım. Hem men qaradım. Қараным. Hüz Vada. Vada деген һүҙҙе Vada ҡараным. degan yüzü qaradım. Nisik Başkorça bular. Anda yazılgan I, U, I. Һыу. Öz harf yazılgan. I, U, I. Men birini anlamadım. Men uyladım. Uylandım. Hiç zaman men anlamam başka dilin. Köp yıllar öttü. Men kitap mağazasından Ural Batır eposunu aldım. Rusça hem Başkırtça yazılgan. İki dilde. Süleyman Ahmetov'un redaksiyasında. Hem 1910 yılda men Başkort dilin öğrenərgə başlanım epos Ural Batırdan. Аңлашылды. Селестин, Иринаға һуңғы һорауҙы бир әле. Ирина, башкорт телен күпме вакыт öğrenәһегез, дәрестеребез безгә акчаны. Безнең проектта өз ай башкорт телен өйрәнәм. Һеҙгә дәрестәребеҙ оҡшаймы? Оҡшаһа мин бик шатмын. Тимәк, ниндәйҙер кимәлдә беҙ ысынлап та маҡсатыбыҙға ирештек. Хәҙер исем структураһын әҙерәк кенә ҡабатлап сығабыҙ. Исем структураһында, рөхсәт итһәгеҙ, мин урыҫ телендә аңлатамын. Если позволите, я продолжу объяснять это на русском языке. По структуре имени существительного у нас есть основа, яҙыусы, затем аффикс числа, если это множественное число, затем аффикс определенности, изофет, затем аффикс принадлежности и падежа. Яҙыусыларыбыҙға, нашим писателям. Где здесь что, наверное, уже понятно, мы это слово брали. Пожалуйста, где здесь слово «писатель»? Назовите. Язеусы. Яҙыусы. Слово яҙыусы у нас основа. Дальше. Лар. Что такое? Ну, это множественное число. Множественное число. То есть отдельно яҙыусылар было бы писатели. Писатели, да. Яҙыусылары. Здесь значений несколько. Конкретные писатели, известные из контекста. Его писатели, ее или их писатели. Дальше. Быҙ уточняет, что это наши писатели. И га – это дательно-направительный падеж. Кому? Нашим писателям. Мәктәптәрегеҙҙән, пожалуйста, аналогичным образом, Тимур бей, проясните ситуацию. Мектеп — это получается основное. Да, что это мәктәп? Школа. Школа. Т. Множественное число. Верно. Получаются школы. Егис. Е изофет. Miye a Məktəbtər Да. Следующий аффикс действительно это Е. Вот это следующая буковка изофет. Мәктәптәре — их школы. Определенные школы, конкретные школы, его школы. Мәктәптәрегеҙ. Ваши школы. Так, и мәктәптәрегеҙҙән. Какой падеж? Исходный падеж. Откуда? Из ваших школ. Совершенно верно. Из ваших школ. Видите, какой все-таки легкий наш башкирский язык. Русский язык, он и падежи поменял, и местоимение приписал, и еще чего только не сотворил. Уже и предлог там написал в конце. А здесь, видите, башкирский все лепит и лепит аффиксы. Итак, бульмәләреңә. Пожалуйста, Ирина, попробуйте. Бүлмә, Что это бульмә? комната. Ләр аффикс.
Так, Комнаты, так. множественное число. Лер – это аффикс, множественное число, дальше Да, е. потом Е конкретно. Ну да, и Зафет и не. Н просто. Твои принадлежность общая. А или г в основной форме. Это какой падеж? Это дательный тогда получается. Дательно-направительный. Кому, чему, куда? Твоим Твоим комнатам. комнатам. Или в твои комнаты. Куда? Тоже можно так сказать. Хатермда. Так, ну это, наверное, легко. Давай, Селестин, попробуй ты. Хатер – это память, мемуар. Хатер. Е это определенность, и М это мой. Да. Д это... Ну, это дательный падеж. Это да, это не дательный падеж. сразу. Это местный падеж. Где? В моей памяти. В моей памяти. И урамдарындағы. Аладдин, вы исправитесь? Да. Урам улица, төп тамыр да, тамыр Да, хюс. тамыр. Дар множественное число, урамдар. Да. Много улицы. Да. И завет, н это самый аффикс урамдарын. Дагы это означает принадлежность. То есть, допустим, находится. деревья, которые или машина Которые стоит, находятся. урамдарындагы агастар. Агастар. Урамдарындагы агастар. Да, которые находятся на Которые его находятся- улицах. На улицах города, например. Кала урамдарындағы Агастар. Справились мы с повторением. Всем спасибо. Личные местоимения, это мы знаем. Мин, у которого мен. Хез, эшсе, хегес. Ишсехегет. Вы есть Ишсехегет. рабочие. Селестин. Хабер. С так и остается. Так и остается. Улхаверса и все. В третьем лице никаких аффиксов нет. Так. Хин, табиб. Хин, табиб, хин. Да, табиб хан. Так, ну-ка, Аладдин Бей, попробуйте. Улар студенттар. Попробуйте, Ирина. Уста это что Уста такое? это мастер. Мастера, то есть надо сказать. Да. Без, уста, без. Эти местоимения вы все помните. Мин, хин, ул, бед, хезулар. Это повторять не надо, да? И следующее слово уз. Оно имеет следующее значение. Сам, свой, себя или себе. Это местоимение склоняется так же, как и любое имя существительное. Как будет «я сам» или «я сама»? Удым. Удым. Все. Ты сам. Узен. Узен. Имузен. Узын. Узен. Совершенно верно. Он сам. Узе. Е. Да, изофет. Ул узе. Без узе без. У Шейха Дыбавича есть потрясающее стихотворение. Без узе без башхуртар, куб руга башюртар. Хез узегез. Хез узе гез, верно. Улар уз. Улар уздаре. Множественное Уздаре. число. Уздаре. Фараон Маштары. Вопросительные местоимения. Тут целый класс всяких интересных слов. Вопросительные местоимения тоже склоняются. Вот вы видите здесь кем, кемде, кемда, кемга, кемдан. Видите? Вот. Переведите, пожалуйста, эти местоимения. Тимур Бей. Кто? Кто? Кого? Кемда. У кого? Кемга. Кому? Кемдан. От кого? Кого? Да, совершенно верно. Ниме. Это то. Это все вопросительные слова. Нимене. Что? Что я видел? например? Чего? Чего? Ну да. Чего? Чего? Нимеге. Нимеге. Чему? Чему? Да. Чему или к чему, например. И нига. Нине. По логике должно быть нига, но в силу истории развития местоимений мы говорим нига. Г заменилось на носовое ан. Почему? Почему? Не почему? Нига почему? Ниндей. Какой? А молодец, Селестин, совершенно верно. Ниса. Сколько? Вот у нас было сагат ниса. Сколько? Нисеге. Сагат нисеге, только в этом контексте употребляется. Скольким? Да, ко скольки? К которому часу, допустим. Сагат нисеге. Неселе это во сколько? Да, во сколько? А нисеге это ко скольки? Да. Касан. Когда? Когда? Ньюсен. Почему? Ну да. Почему? Зачем? А не. Для чего? Зачем? По-русски тоже можно разными способами сказать. Нимешлеп, не шлеп, нимешлеп. Чего ради? Ниликтен. Очень академическое местоимение, я уж лучше его сам переведу. Из-за чего? Видите, исходный падеж. Тантен. Ниликтен. Из-за чего? Нисек. Как? И синоним к нему нираушле. Каким образом? Каким образом? Совершенно правильно. Равеш это
Это наречие. Наречие. Но смотрите, сифат значит качество, и отсюда сифат значит прилагательное, потому что прилагательное обозначает Да. качество. Равыш – это образ действия, и отсюда равыш – наречие, потому что наречие – это и есть образ действия. Не равыш ли? Каким образом? Dans quelle manière? Не равыш ли? Селестин, тебе все понятно? Не сложно? Нет? Берем эти самые вопросительные местоимения, прибавляем к нему слово «бер» или «берей». «Беркем» или «берейкем». Добавляем просто «бер» или «берей» к этим вопросительным. «Беркем» – кто-то, кто-либо, кто-нибудь. Или «берейкем», что то же самое. «Берниме» Кто-нибудь. – что-нибудь. «Берниндей» Какой-нибудь. Какой-нибудь. Какой-либо, да? – да, какой-либо, какой-то, какой-нибудь. Селестин, дальше давай. «Бернисек» Как-нибудь. – как-нибудь, как-то. «Беркасан» Когда? Когда-нибудь. – когда-нибудь. «Бернисе» Ну, сколько-нибудь. Сколько-нибудь, несколько. Несколько еще. Есть еще аффикс, особо долго не будем останавливаться, Аладдин Бей, наверное, вам скажу. Нисектер, нималер, касандр. Тоже неопределенные местоимения, обратите внимание, не утвердительные, а неопределенные. Нисектер, как-то, каким-то образом. Нималер, что-то, что-либо. Касандр, когда-то. Тоже неопределенное местоимение. Поехали дальше. Добавляем, вот вы помните частичку «да», которую мы брали? «Мин-да», башкорт рендем. А теперь смотрите. Даже кто-то, то есть никто. Даже кто-то не сделал. Вот как по-английски мы тоже говорим «I did nothing», я сделал ничего. Так и по-башкирски у нас отрицание в предложении только одно. «Беркем-да», хоть по значению у нас и отрицательное местоимение, но смотрите, даже один кто-то не пришел, например. То есть никто. Никто. Дальше. Бернимеля. Ничто тогда. Да, ничто. Попробуйте дальше, Софья. Никакой. Да, никакой. Бернисекте. Никак. Никак. И Тимурбей Беркасанда. Никогда. Никогда. Аладдин Бей, переведите, пожалуйста, следующее местоимение. Her каждый. Каждый. Her bir. Ну, тоже Каждый что-то. каждый да? отдельно. Каждый отдельно. Her кем. Каждый кто-то. Да, каждый кто. да. Her vakit. Каждый время. Ну, всегда. Всегда, да. Her türlü по-разному, да? Да, по-разному. Всякий, разнообразный. Хертерлю. Видите, это все выводится одно из другого. Вы выучили вот эти вот местоимения вопросительные и добавляем к ним всякие интересные словечки. Плюс еще есть несколько местоимений, которые мы должны пройти, чтобы наша картина была полной. Башка. Селестина, знаешь, что это? Другой. Другой. Я его путал специально. Синоним к нему икенсе. То тоже как бы другой. Ну, знаете, наверное, эту шутку, которую очень любят братья-белорусы. Приходят русские на вокзал в Минске. Тягник отправляется с другого пути, другой платформы. Что? С какой другой? А имеется в виду вторая платформа, естественно. Вот видите, другой и второй у нас очень сильно взаимосвязанные слова. На белорусском языке другой это второй. Другие – это второй. Икенсе – другой. И бөте Все. – все. Еще синоним для него арабское слово «хамма». В книжном языке очень часто встречается, вы, наверное, знаете. Аладдин Бей, вы это исследовали. Итак, Ирина проекта вот «Бір дәрістелі қалдырмаған». Ну давайте, Ирина, вы переведете. Во время проекта Ирина не пропустила ни одного урока. Совершенно верно. Обратите внимание, «бір дәрістелі». Вот эта частичка «д» подчиняется закону гармонии согласных, ЛДТД. «Бір дәрістелі», не один урок. Софья? Софьяға һәрбір тема аңлашылға мен бик шатмын. Аңлашылу значит быть понятным. Если бы Софья поняла каждую тему, Мин бик шатман. я был бы очень рад. Совершенно верно. Тимурбей, попробуйте. Тамашасы бар, за башкортса, эйренха, бикшіл бұлырыны. Тамаша-сылар, кто такие? Зрители. Зрители. Тамаша значит зрелище. Тамаша-сылар – зрители. Кстати, очень интересная, в некоторой степени смешная вещь из сербского языка. До сих пор на здании главного театра Белграда висит мемориальная табличка «Югословенско-драмско позорище». Позорище – это театр. А у нас позорище несколько другая вещь. Если зрители тоже выучат башкирский язык,
Big Shaq Bullerin. Это устойчивое Будет выражение. очень хорошо. Да, было бы очень хорошо. Было бы очень хорошо. Совершенно верно. Так, давайте, Аладдин Бей, следующее вам. Azərbaycan tele başkort sağa bik yakın, şuğa kürələ Aladdin həm Timur bötən nəməni anlay. Azərbaycanski yazık bliska, башкирскому языку, поэтому Аладдин и Тимур понимают. Все понимают. Совершенно верно. Обратите внимание на конструкцию шуга куря. Поэтому. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Шуга куря. Celestino şulay uk başkortsa yakşı bile. Çünkü ul herber hude anlarga tırışa. Обратите внимание сразу же. Шулаюк тоже, также. Сюнки, потому что. Маленькое красивое башкирское слово сюнки. То есть Celestin также Башкуртса якшабеля. якşı это Хорошо. отлично. Или отлично. Да, якşı. отлично, хорошо. То есть потому что каждый слова старается понять и все. Біздің практика іштәріміз бүтті. Айдаға таралышым алайық. Бұғала уақыт кеткен. Я думаю, что во время урока праздными не сидели, особенно Софья все время что-нибудь писала. Я написала про Башкортостан и про места, которые я люблю посещать. Так. Башкортостан менен туган яратам. Onun bote матурлыгын, байлыгын höйләрсен. Миненсе хүздәр зе этмәс. Шулай зайын яраткан урыным. Белорет районы. Унда табигать искиткес матур һәм инзер елгаһының һавы таза. Вот та-та-та. Интонацию мы с вами еще раз поправим. В принципе, говорите вы уже очень неплохо. Знаете, я иногда жалею, что я вам слов больше не дал. Все-таки лексику как надо было дать. Но с другой стороны, моя задача не научить вас всему, что есть в языке прямо здесь, а заставить вас ориентироваться в той среде, где вы живете. Ведь мы живем в своем Башкортостане, и здесь, как нигде в другом месте, башкирский язык звучит, он виден, слышен, он чувствуется, он на каждом шагу. Просто надо к нему прикоснуться и его воспринять. Как говорится, бросая рыбу в воду, ее не учат плавать. Вот я сейчас вас бросил здесь в воду, вас учить плавать в среде уже не надо, потому что грамматику вы знаете, и вам только останется вычленять корни слов. Кто еще хочет что-нибудь сказать? Я знаю, что у Ирины есть тоже любимая река. Мин табигатты, елгалар, таурзар, урманзарды яратам. Тәуге алган белемем буенса мин географ. Казак икән. Башкортостандың табигаты бай һәм матур. Яйын гаиләбез менән агизел елгаһы буйлап кәмәле йөзеп төшәбез. Теперь наши мужчины. Ну что, кто что скажет? Башкортостандың табигаты мезингетеле күнелемле якын. Мин Салават, Ишимбай, Нефтекамск, Янаул, Учали, Дуртули, Идеалил райондарында булим кайттым. Булып кайттым. Я вижу, все сочинятели, все любят нашу прекрасную башкирскую природу. И знаете, есть за что. И за что любить ее? Да, я как человек, выросший в Оренбургских степях, тоже восхищаюсь красотой башкирской природы. Здесь все по-другому, не так, как в моем родном Оренбурге. А я в горах рос. За солью спустился. Ну давайте, я начинаю, да? Куш интегес. Ушкелдик. Башкортостандың табигаты окшай. Мин шахан таузарының итегенде ял итерге. Абзакта, сыңғыла, шауғырға яратам. Келеге ел дустарым менен бергелеп агизел елғағынан шульганташка кемелерзе ағып төшерге планлаштырзык. Что вызвало особую сложность при составлении текста или при чтении? Окончание. Ну тут, скажем так, узкие Узкие и широкие гласные. Режим и широкие нарушается. гласные, они вот, да, еще И у вас как-то очень сильно преобладает Г. из-за родного таджикского, в котором я вырос. Ну, Аладдин Бей, давайте, разгуляйтесь. Başkurt, нема башкурт. Баш, голова, курт – это волк, тиян, хюз.
Başkurt toprağına Başkurt halkı. Mesela Amerika toprağı var, Amerika halkı yok. Amerikan degan birden millet yok. Millet yok. İngiliz var, burada Portugal var. Birden millet yok. Millet yok. Ama Başkurtistan'da Başkurt toprağı var, Başkurtistan adlanan Başkurt halkı var. Hazırda 160 bin kvadrat kilometre Sakırım. meydanı. Hem iktisadiyatı var, büyük zor zavodları var. Neftkam kalahında maşın kayırma zavodu, Mahut İskoç zavodları var. Neft işletiyor zavodları var. Ufa'da, Sterlitamak'ta zavodlar var. Başkurt toprağında küp neft zapasları var. Hem Başkurtistan'ın tabiatı büyük süper. Bilari tavları matur çiber ağaçlar, tağlar, Kırkıtay, Yaman Tağı, tağları Ural Dağı, Tangan Tağı. Дөрес әйттегез, рәхмәт. Күңелегезгә. А кто что понял из того, что сейчас сказал Аладдин Бей? Определение башкурт. Курт это как волк, а И потом рассказал насчет эти места, которые... Ну, что в Башкирии развита экономика, нефтепереработка, имеются крупные заводы, как в Стерлитамаке, в Уфе, также в Нефтекамске. И благодаря грамматике, благодаря тому, что вы знаете, что это за окончание и для чего оно служит, вы можете определить функцию слова в предложении. А определили функцию, осталось просто подумать над значением, просто, может быть, догадаться даже. Поэтому я не даю вам много лексики. Вы находитесь в среде. Вам заговорить вообще ничего не стоит. Особенно учитывая, что все окончания вы знаете, все аффиксы знаете и можете анализировать. Конечно, есть такие слова типа «гокландер-гс», которые мы не взяли за неимением времени. Есть еще слова типа, помните, я вам говорил, из-за того, что вы были недовольны. Кто-то сможет процитировать мне это слово? Грамматика, да, она сейчас вот есть, ее просто в голове по полочкам разложить. Не хватает просто словарного запаса. Нужен баланс между грамматикой и словарным запасом, который мы немножко все-таки нарушили в пользу грамматики. Но я это сделал сознательно, потому что мы изучаем не иностранный язык, я об этом говорил. Иностранный – это тот, который непонятно, когда ты туда поедешь, контакт с носителями вообще на перспективе, на далекой-далекой, а здесь носитель на каждом шагу. Язык это по определению, который у нас, который вот здесь, который нужно, чтобы разговаривать. Ага, то есть... вот основа на теории, нам сейчас задача, что использовать эти теории в практику. Да. А я удивляюсь, что на 11 урок так вы это охватили все. Я удивился. Я не ожидал, что вы это сами. Вот вы же разрабатывали, с чего начинать, где заканчивать. Я и до этого дома думаю, что как мог это за 11 урок охватить весь грамматику, и морфемику, и фонетику, и это грамматику, морфологию, и синтаксис, все охватили. Ну, если постоянно практиковаться и говорить на башкирском, то не прям уж так полноценно, но чтобы хотя бы люди понимали, что я говорю, да. Ну, я с вами спорю, я вижу, что вы хорошо знаете этот язык. Мне же легче, родственный язык, я понимаю корень слова, вот падеже как должно быть. Иногда я ошибаюсь, это самое вы меня исправляете. Это я считаю, что вы очень хорошо знаете. Знаете, у меня такое ощущение, что я говорю с северо-западным башкиром. Вы все время сэкаете, вместо того, чтобы сказать в аффиксах лиц или аффиксах условного наклонения. Вы знаете уже отличие северо-западного от юго-восточного диалекта башкирского языка, то нам тут дальше уже не о чем говорить, о знании вашего башкирского языка. Нет, а вот именно с вашей точки зрения, как людей, которые изучают этот язык, стоит ли мне продолжать работу в том же ключе? Конечно. Вот такие, как вы, нужны. Особенно для языка. Потом посмотрите, какие мы разные все, да? Да. То есть вот мало тех, которые так сравнит сразу в разных языках. БГУ нефтекамский филиал, преподаватели, они сказали, что мы будем брать пример. Оренбургский известный журналист Вильям Савельзон высказался о наших двух языках так. Русский язык на шипах, а башкирский на клею. К русскому и приставки, и окончания, и все присоединяется, а башкирский только прилепляет все вперед и вперед. Агглютинация на русском языке как раз и значит приклеивание. Ну, просто вот смотрите,
Сейчас в нашей эре, да, 21 век, сейчас уже молодежь питается не только в промышленности, но и во всех направлениях. Мы сейчас вот в полной силе, и все мы можем делать. И мало кто так, как на вашем месте, так много знающих на вашем уровне. Очень редко так бывает. И поэтому я скажу, что такие, как вы, очень надо, потому что в нашей эре надо, что молодежи, надо они делать что-нибудь для страны каждый. Язык и культура явление не только такое, которое внутри народа и ограничивается песенками и танцами, а ведь это явление полностью общественное. Вы ведь, Аладдин Бей, говорите, что на башкирском языке можно философствовать, и можно обсуждать, я уже это говорил, все, от философской теории до покупок в магазине. Переводил 6 строк от Ибн Аль-Фарида, арабский поэт, 13 век жил. Почему я именно эти строки переводил? Потому что эти строки, я видел, что там термин, это философский термин. Я весь исчез, мой затерялся след, того, кого глаз способен видеть, нет. Но сердце мне прожгла внезапно весть из недр несуществующее есть. Ты жжешься, суть известная моя в несмертии, в сердцевине бытия. Вот это здесь суть бытия, вот эти слова, как я переводил на башкирский язык. Мин югалдым, минем unutuldu ezim. Unu keme küs kürerge yok mümkün. Ama yürek mine yandırıp aldı kötmegende bildireş. Töpten töpkelden bulmağan bar. Hin yanır han, mine menge ayışım. Ülemden tış yüreğinde barlığım. Ayış, допустим, суд, ayış, barlık, бытие, недр, töp. Вот эти слова есть на башкирском языке. Просто надо изучать. Изучать и надо чувствовать язык. Самое главное, вот вы, как человек, который переводит стихи на язык, вы, наверное, знаете, что чувство языка – это очень важно. Benim Başkurt dilinin gramatikağı östelde her gün min bir saat okuyam. Слушайте, человек, читающий академическую грамматику башкирского языка после нашего проекта, это уже что-то. Біздің проектіміз адаққала яқынлаша. Мен өзім де бұл проектта қатнашырға, оны алып барырға бек шат болдым. Қазірге йомғақлау көздерімізді башқұртса айтып қарайық. Хайда кет. Мен башкорт телен яратам, һәм уны киләсәктә лә өйрәнәсәкмен. Рәхмәт. Бұл проект башкорт телем öğrenim, meni akşamım. Мен хәзен бәхетле булам. Башкортостанда башкорт телен мотлык белергә кирәк. Bu proyekt mina impuls birde. Ben özüm için hal ettim. Bu proyektten hon benim Başkurt dilini öğrenem. Grammatikağın öğrenem. Başkurt tili, borongo tel, Başkurt tili, danlı tel, Başkurt tili, Ural tili, Başkurt tili, Tamli tel. Күрәһегез ме? Башкорт теле ябай гына тел түгел, ә шигърият остазлыгы теле, фәлсәфи тел һәм дә бик тәрән мәгънәләрне сагалдыра торган тел. Мама. Хаума. Здравствуй. Эльдар Нисик. Как дела? Ого, Каркуп ялган. Был әсем йорта. Софья, а как будет на башкирском белый? Белый на башкирском ак, А зеленый? а зеленый яшель. Ayda men seni bashkurt kostyumlari bilan tanishtiraylik. Yaramadi? Yaramadi. Yelan. Qizimda yelan. Aytali yelan deng. Yelan. Ha buni ha? Site. Site. Qo'lida nima? Qo'lida qo'ray tutib tura, qo'ray. Ko'rdingmi? Buni aytaman. Это вот какой курс? Do.
4 аккорда получается. Да. А тут кыш бабай менен бергә дип нарысыйды. Яңа елда кәкиләр. Г, С, Г, Д, Г. Салам. Несі Уфаға барып қайттың? Якши, все дела сделал, но нам сейчас срочно нужно ехать в БГУ. Не үшін? У меня есть одно маленькое, но очень важное задание. Все узнаешь на месте. Несенсі жылда қайда туған қызық? Тимур, несінші жылда қызат туған қызы? 1954. Это я. Етінсі. Етінсі. В году, жылда. Елда. Душанбе қалағында. Туған. Аладдин Бey, kim болып көпме? Нет, кім болып, көп мә уақыт ішлейді? Birincisi мен sana aytam. Vakit yok. Vakit böyle. Вақыт түгел. Vakit tügel. Вақыт түгел. Vakit böyle.